неделя, новые планы и цели. 16-й день декабря на календаре. И всего 2 недели отделяют нас от Нового года. Кстати, Иван Петрович, как у тебя с новогодним настроением? Да, доброе утро. Но на самом деле новогоднего настроения как такового нет. Почему? Да вот буквально вчера даже решил в каком-то веке выбраться в магазин в выходной день. И я понял, что это какой-то дурдом. Все толкаются, ругаются, что-то спорят. Да, и вот ну, по-моему, просто... это обычная такая картина. Поэтому я стараюсь в будние дни вечером ходить в магазин, тихо, спокойно все сделать, и как-то вот настроение никто не портит, а наоборот поднимается, купил что-то приятное, кому-то сделал. Хотя я думаю, с новогодним прекрасом и столицы республики, и вот у нас здесь антураж новогодней студии, и в целом... наверное, оно скоро должно появиться. Да, согласна. Мы вот вчера елку поставили всей семьей, и как будто бы даже вот чуть-чуть появилось, да, настроение предновогоднее. Надеемся, что у многих из вас настроение на высоте. Пожалуй, Новый год – это действительно тот самый праздник, когда даже мы, взрослые, ждем от него волшебства и каких-то чудес. Да, впереди вас ждут 2 часа полезной информации. Оставайтесь вместе с нами, ведь мы поднимаем такие актуальные темы, как корь. Да, действительно, сейчас в последнее время ажиотаж и в социальных сетях очень большой, и в средствах массовой информации люди не знают, что это за заболевание, как с ним бороться и что для этого делать. На эти вопросы и не только ответят специалисты, а в нашей студии буквально через несколько минут. Кроме этого, мы поговорим об ипотеке, и в частности об ипотеке для многодетных семей, что это за новый продукт и кто им может воспользоваться. И также ожидаем гостей. Мероприятие намечается, событие в конце каждого года. Это президентская елка. Ожидаем гостей. Также поговорим о том, как 30-летие свое отметила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Не забывайте также, что для нас очень важна обратная связь. Не забывайте про наш номер 8 914 279 2262, на который вы можете написать какие-то поздравления, пожелания и задать интересующие вас в отношении нас вопросы. Добро пожаловать на наш WhatsApp. Да, вот я думал, ты прочитаешь, потому что я так понял, что это мягкий намек на меня. Сегодня очень интересный день на Руси. Он назывался День Ивана Молчальника. На него полагалось как можно меньше говорить и даже писать, но я понял, да, все. В общем, слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но еще и привлечет к человеку удачу. Все, я замолкаю. Но в любом случае очень надеемся, что этот день обязательно принесет всем нам удачу, несмотря на то, что мы далеки уже от традиций наших предков. Насколько удачной будет погода сегодня, узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 37, минус 42 градуса. Днем ожидается до минус 36, минус 40. В Заречье утром минус 39, минус 45. Днем минус 36, минус 42 градуса. В южных улусах минус 18, минус 29. Днем минус 17, минус 22 градуса. В Вилюйских улусах минус 35, минус 39, днем минус 34, минус 38. В Нижнеленских утром минус 37, днем минус 34, минус 36 градусов. В западных минус 24, минус 32 утром, днем до минус 12, минус 25 градусов. В Колымо-Эдигирских минус 26, минус 44 утром, днем минус 26, минус 38. В Янских минус 40, минус 48 утром, днем минус 29, минус 39. В северо-западных улусах минус 32, минус 40 утром, днем минус 32, минус 34 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 27, минус 29 градусов. А мы продолжаем наш эфир. Об этом скажем? О новаторстве.
или поговорим чуть позже? Давай чуть позже поговорим. Хорошо. Тогда сейчас Тема поговорим. очень важная, Важно. поэтому, да, не будем откладывать, как Да, говорится. потому что мы сейчас готовы поговорить с вами о коре. Кор действительно это серьезное заболевание, и в последнее время количество заболевших у нас здесь в Якутии выросло достаточно такой большой арифметической прогрессии, и у людей вызывает это определенное беспокойство, поэтому мы пригласили к нам в студию специалиста в этой отрасли. Это Фатина Григорьевна Федотова, врач-эпидемиолог медицинского центра города Якутска. Доброе утро. И Марина Афанасьевна Выгузова, врач-инфекционист, тоже медицинского центра города Якутска. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Ну вот, насколько я знаю, да, насколько я проинформирована, даже такое заболевание, как корь, у нее первые симптомы могут быть такие, как просто простуда, кашель, насморк, конъюнктивит. Так ли это? Да, это так. Корь – это высококонтагиозная вирусная инфекция. Передается она воздушно-капельным путем. Также может передаваться вертикальный путь, то есть это во время беременности матери. В частности, в третьем триместре беременности она может заразить плод. Заболевание чаще всего характеризуется высокой интоксикацией, это то есть высокая температура до 39 градусов, слабость, недомогание. Затем на вторые сутки температура снижается, но появляются катаральные симптомы. Это гиперемия, зева, и в ротовой полости появляется коревая энантема, то есть это высыпание на слизистой. Также на внутренней стороне щек может появиться симптом филатового коплика. Это такие серо-бурого цвета такое пятно плотное, которое очень тяжело убирается шпателем. А на третий-четвертый день заболевания начинается появляться сыпь. В первую очередь сыпь появляется на лице, за ушами. Затем эта сыпь начинается спускаться вниз, то есть на шее, на верхней половине туловища. Затем постепенно на руки и на нижние конечности. Также сама сыпь характерна, она имеет свою этапность, что очень характерно при коревой инфекции самой. В первую очередь эта сыпь имеет мелкопапулезную розового цвета, затем она постепенно сливается и переходит в такую неправильной форму пятно. Затем идет на третий-четвертый день заболевания, это пятно начинает бледнеть и оставляет после себя такого бурого цвета пятно с отрубевидным шелушением. Вот эта характерная этапность при коревой инфекции и ставится как бы симптоматическая диагностика. Осложнением чаще всего при коревой инфекции это в первую очередь является пневмонии, менингиты могут быть, что характерно нарушением сознания, судорог. Очень часто присоединяется бактериальная инфекция, поэтому могут быть отиты, синуситы, пиелонефрит и также может быть осложнение острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ну, вот, в первую очередь, на что необходимо обратить внимание жителям, если вдруг вот самое первое, вот что появляется? Температура или же все-таки пятна? В первую очередь появляется, конечно, температура и катаральные симптомы. Также очень характерно конъюнктивиты. Легко Насморк. спутать с простой Конечно, какой-то да, легко простудой, можно да? спутать, да. Ага. И как вот, что делать, чтобы не запустить? Не запустить, то есть когда первично появляется сыпь на лице, то нужно уже вызывать То есть сыпь врача. это уже признак, Да, это сыпь уже это первый признак коревой инфекции. И нужно вызвать участкового врача. А чем отличаются от той Ну, же ветрянки, да. Ну, при ветрянке там сыпь несколько другая. Она При ветрянке все равно мы пойдем к врачу, да? Да, в любом случае, но она имеет визиклопапулезную сыпь, то есть там имеется такую водянистую такую структуру имеет больше всего. Пузырики как бы Пузырики, образуются. да. А при коревой инфекции она более такая розового цвета, такое пятнышко, мелкие такие точечки получается. Вот мы все знаем, что ОРВИ распространяется там воздушно-капельным путем. С корью как? Корь тоже так же воздушно-капельным путем передается. Контактно-бытовой через одежду, через продукты нет, этой инфекции не передается. А в зоне риска кто в первую очередь? Дети, взрослые? Дети старше, младше 5 лет и взрослые люди, и более, конечно, это пожилые люди, и беременные у нас является, это группа риска. Татьяна Григорьевна, а что надо тогда делать, чтобы не допустить распространения инфекции? Так как специфического лечения против кори нету, единственным надежным методом является вакцинация. Плановую вакцинацию получают дети в год, ревакцинацию 6 лет. А взрослые
не привитые, не болевшие, не имеющие данные о прививках, они получают двукратную иммунизацию с интервалом не менее 3 месяцев. Однократно привитые, они получают вторую дозу. Лица, которые входят в группу риска, без ограничения возраста, они получают двукратную иммунизацию. В группе риска относятся медицинские работники, работники образовательных организаций, социальные работники, вахтовики, мигранты, также работники торговли и транспорта. Противопоказанием вакцинации является беременность, аллергические реакции на предыдущую прививку, аллергия на куриный белок, перепелиные яйца, онкологические заболевания и заболевания крови. Ну вот вы как эпидемиолог, вам поступает вся оперативная информация о том, как сейчас обстановка в городе, в республике. Вот как бы вы ее могли прокомментировать, сколько уже заболевших за последнее время? Сейчас в городе зарегистрировано 16 случаев кори. Все заболевшие, они не привитые. Поэтому они относятся к группе риска. Поэтому прививайтесь. Лучше предупредить болезнь, чем лечить их осложнения. И, по-моему, это все взрослые, да? Да, почти все взрослые и 1 ребенок. А вот что необходимо делать, чтобы, точнее, что делают сейчас медики, чтобы не распространить развитие этого заболевания? Может быть, как-то контактных рассматривают, вот откуда пошла инфекция? В эпидочагах экстренная вакцинация проводится в течение 72 часов, и за контактными проводится меднаблюдение в течение 21 дня. А вот кто является контактными лицами? И как это выясняется? Если человек заболел, то очагом является весь подъезд, если дома. Они сразу же прививаются, жители подъезда, в течение 72 часов, и за ними наблюдение проводится. В течение 21 дня. Да, в тех же самых WhatsApp-группах, да, очень много гуляла информации по поводу, где можно привиться, какие есть вакцины. Вот как бы вы могли прокомментировать вот этот слух? Дети прививаются ди-вакциной, которая против кори и паротита. Взрослые прививаются живой коревой вакциной. Можно прийти на Кальвица 3 взрослые, это 2-й этаж, кабинет 245. А с чем вообще связана вспышка заболеваемости? Это в основном завозные случаи. Сейчас неблагополучная эпидситуация в Украине, в Грузии, в Албании, поэтому, если вы собираетесь в эти страны, необходимо привиться. В каких-то продуктах может содержаться? Нет, это воздушно-капельный, только человек может заразиться корью. А вот вакцина вот есть живая, да? Многие пугаются прививаться живой вакциной. Вот что это подразумевается под этим живая вакцина? Это ослабленный вирус коревой вакцины. Какие-то могут быть после вакцины проявления, возможно? Местные реакции, гиперемия, отек и температура может повышаться. А вот какие сейчас вакцины используются в первую очередь? Наши отечественные или импортные? И можно ли их получить, главное, бесплатно? Да, прививка бесплатная, живая коревая вакцина и детям ди-вакцина. Но вот некоторые, опять же, да, мониторим социальные сети, и люди задают такие вопросы. А можно ли узнать, болел ли я когда-либо в детстве и прививался ли я когда-либо? Может быть, мне сейчас и не надо, собственно говоря, прививаться, потому что у меня уже есть иммунитет. Да, можно сделать исследование. Если у вас есть защитный титр антитела, это иммуноглобулин класса G, то вы не прививаетесь. Если у вас нет защитных антител, то вы прививаетесь двукратно. Вот как раз вы сказали, что специфического лечения нет, Марина Афанасьевна. Что же тогда делать при первых проявлениях? Одно дело обратиться к врачу, но некоторые у нас в силу своего нежелания, возможно, может в отсутствии медицинской информации, не желают обращаться к врачу и пытаются заниматься самолечением. Но вот в этом случае тогда что бы вы им посоветовали? Ну, по идее, средней степени тяжести и тяжелой степени тяжести все госпитализируются в инфекционное отделение. Либо, если невозможен уход, то тогда тоже такие больные госпитализируются в инфекционное отделение. А на дому это в первую очередь это постельный режим строгий, обильное питье. При повышении температуры и для снятия интоксикации это жаропонижающие препараты, нурофен, парацетамол. Также витамины группы С и витамины А. Они являются более таким. И в основном является это симптоматическая терапия.
То есть, если имеется конъюнктивит, то значит капельки в глаз. Если насморк обильный, то сосудосуживающие капли в нос. При гиперемии ротовой полости, это полоскание ротовой полости хлоргексидином или мироместином. При кашле это амброксол. Если имеется диарейная симптоматика, то есть понос, жидкий стул у кого-то, то тогда смектопрепараты. Бывают ли смертельные случаи от кори? Да, бывают. Регистрируются, и причем у детей младшего возраста чаще всего. То есть дети в этом плане более в риске. Да. Что, спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочу напомнить, что мы говорили о коре. И у нас в студии была врач-эпидемиолог медицинского центра города Якутска Фатина Григорьевна Федотова и врач-инфекционист медицинского центра города Якутска Марина Игнатьевна Выгузова. Спасибо большое, что подошли и рассказали так подробно и понятно. Удачного дня. Спасибо. А знали ли вы об онлайн-сервисе «Бизнес-навигатор»? Да, спасибо, да. Хочешь, чтобы я продолжил. 13... Это уникальный онлайн-ресурс, который можно получить абсолютно любую информацию касательно бизнеса. И, уважаемые предприниматели, для тех, кто заинтересовался этим вопросом, вы можете обратиться в офис «Мои документы» и получить всю необходимую информацию. Если не успеваете, то смотрите наш следующий сюжет, он расскажет об этом поподробнее. Что такое «Бизнес-навигатор»? Это онлайн-ресурс, который помогает предпринимателям малого и среднего предпринимательства расширить свой бизнес, а также для тех, кто начинает и планирует получить дополнительную информацию. Портал «Бизнес-навигатор» содержит базу данных по всей Российской Федерации. Например, можно получить информацию о мерах поддержки, о кредитах, о поручительстве, об информационной поддержке. База данных портала содержит информацию по мерам поддержки всех государственных и муниципальных организаций, которые поддерживают бизнес. Также для участников закупок будет интересная информация о закупках. Путем возможностей поиска и фильтрации можно найти закупку по региону, городу, по поставке товаров, работ, услуг. Кроме того, портал позволяет получить информацию о своих контрагентах, проверить их на добросовестность, а также разместить о себе объявления о своих услугах и прайс-листе. И также это, можно сказать, такой некий нетворкинг и обмен контактами. Если вы в поисках какой-либо недвижимости, вы можете получить информацию из базы данных коммерческой, государственной и муниципальной недвижимости на интерактивной карте республики и всей России. Также портал «Бизнес-навигатор» помогает выбрать конкурентную среду. То есть вы можете на интерактивной карте посмотреть, какую сферу бизнеса выбрать, на какой территории, рассчитать примерно, кто будет к вам ходить, ваша аудитория вашего бизнеса. И кроме этого, он помогает с документацией и с подготовкой. То есть можно это все получить тоже на портале. Также с помощью портала вы можете записаться на семинары и бизнес-тренинги. Среди дополнительных функций – создание сайта, составление бизнес-плана. Также предприниматели имеют возможность выхода на обратную связь. То есть, если по итогам проверки контрольно-надзорных органов предприниматель не согласен с ее решением или увидел какие-то ошибки, по его мнению, он может оставить заявку, на которую должны среагировать контрольно-надзорные органы, а также Генеральная прокуратура Российской Федерации. Это новая опция, которая доступна на портале. Подключиться к порталу письменно можно в любом из центров «Мои документы», а также в центре оказания услуг «Мой бизнес». В электронном виде достаточно зайти на сайт портала «Бизнес-навигатор» или в личный кабинет на едином портале государственных услуг. Ну, самое главное, наверное, как для предпринимателей, так и для всех совершенно людей, работающих в разных сферах, это, наверное, планирование. Да, вот на самом деле я очень люблю планировать все буквально до мелочей, и весь день свой расписываю прямо по мелочам, когда что, чтобы везде все успеть, потому что действительно сейчас жизнь такая, что необходимо все грамотно раскладывать по полочкам, иначе можно просто-напросто где-то что-то очень важное упустить, Да. не успеть, и потом об этом иногда даже сожалеть. Нужно, наверное, еще научиться, да, правильно планировать. Нужно ли это и повышает ли это эффективность, нам расскажет следующий материал.
Шестилетняя Амелия Амосова вместе с родителями сегодня составила карту желаний на наступающий 2020 год. Затронула все самые заветные желания – заняться скалолазанием, гимнастикой, научиться музыкальной грамоте и поехать в Диснейленд. Подобно детской непосредственности психологи говорят, что планы должны вести нас по пути счастливой жизни. Мы планируем отпуск, там, покупку жилья, что ребенок пойдет в школу хорошую, да, пойдет к хорошему учителю. Все будет, чтобы все было в шаговой доступности, потому что дети вырастают, нам нужно работать, и мы чтобы все было вот так, компактно. Четкое планирование структурирует наше развитие и слегка подталкивает в спину, когда мы останавливаемся. В нем должны быть цели, достижения которых для нас значимо. Предприниматель и многодетная мама Сардана Сидорчук сначала ставит большую цель, которую разбивает на шаги к их достижению. Большой целью на самом деле может быть что угодно, начиная от покупки автомобиля, да, до поступления в какую-то школу, в заветный лицей, например, и так далее, или открытие нового офиса в Нью-Йорке. Больше шагов надо сделать, получается, каждая цель делится еще на несколько шагов. И всегда надо расставлять приоритеты. Например, есть срочные вопросы, которые надо срочно решить, и есть те, которые долгосрочные, которые можно решить в течение 3 дней, недели, можно через год. Главный источник целей на год – наш персональный смысл жизни. Если мы его составили, на будущее нам будет намного легче определить, что для нас ценно в году, а что отбросить. Главное, что в своих планах не разочароваться обязательно, да, и составить план именно под себя, как вам удобнее. Возможно, у кого-то сразу не получится поехать отдыхать, да, и, значит, в первую очередь, не знаю, привести себя в порядок, здоровье надо, может быть, смотреть, да, кто-то хочет, не знаю, покупку, значит, не надо торопиться, немножко как-то подкопить деньги или что-нибудь сделать, да. Я хочу на Новый год, я хочу себе, какую-то куколку и домик, гимнастику. Гимнастикой заниматься. Так, петь много раз. Да? Рисовать. Рисовать, играть, еще сказывать у меня. Диснейленд. И в любом случае психологи советуют: про запас держите план «Б», так как жизнь всегда вносит свои коррективы. Мария Павлова, Андрей Лазарев, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Доброе утро, мы продолжаем. И рада зачитать сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Ученицу школы номер 1 Веронику Иванову поздравляем с 14-летием. Желаем успехов в учебе, высоких достижений в спорте, крепкого здоровья. Целуем, гордимся. Николаевой, Степановой, Федотовой из города Нюрбы. Да, вот Вероника Иванова, ей всего 14 лет, а уже через несколько лет она, возможно, задумается об ипотеке. Да, вот так же, как у нас многие наши семьи думают об этом. И в рамках этого мы пригласили в гости к нам в студию эксперта Александру Бурцеву, с которым мы как раз поговорим об ипотечных продуктах, какие существуют, в частности, вот об ипотеке для многодетных семей. Александр, доброе утро. Ну и первый же вопрос, какие вообще сейчас на рынке существуют ипотечные продукты? На самом деле ипотечных продуктов очень много, да, на приобретение готовой недвижимости, квартир в строящихся домах, приобретение, либо строительство частного дома на земельном участке, рефинансирование, да, и так далее. Если говорить именно для программ для многодетных семей, то, в частности, можно немножко рассказать про дальневосточную ипотеку под 2%, которая сейчас активно все интересуются, да. Данная ипотека предназначена для молодых семей от 21 года до 35 лет включительно, да. При этом они должны состоять в браке официальном, и у них может быть, и несколько детей, 1 или 3, как многодетные даже могут быть, да. И они могут приобрести квартиру по договору долевого участия, например, у юридического лица. Также могут приобрести по данной программе один родитель, тоже возрастом до 35 лет включительно, у которого есть несовершеннолетний ребенок до 18 лет. Также можно отметить семейную ипотеку. Там
данная программа предназначена для тех людей, у которых, начиная с 2018 года, родился второй или последующий ребенок. Вот. Ставка там идет 4,9% годовых. Также можно по данной программе рефинансироваться людям, которые уже получили ипотеку, которые подпадают под условия данной программы. Также, что еще можно отметить, есть помощь для многодетных, для тех, которые взяли уже ипотеку в размере не более 450 тысяч рублей. Да? То есть они могут обратиться в свои банки, где у них оформлена ипотека, и уточнить условия, подпадают ли они под эту программу. Если у них родился, начиная с 2019 года, третий и последующий ребенок, они могут погасить часть своего долга вот этой суммой, например. А вообще вот для многодетных какая есть процентная ставка? Возможно, какие-то условия по первоначальному взносу, по, возможно, сроку кредитования? И дети до 23 учитываются или до 18? Вообще у всех банков разные свои условия, да, то есть они могут предлагать скидки по процентной ставке, могут предлагать скидки по первоначальному взносу. Вообще без первоначального взноса также можно получить, я знаю, в Алмаз-Ергенбанке, например, да, есть программа на приобретение квартир в строящихся домах. Вот, поэтому это зависит от самого банка и от его условий, да. Как я уже сказала, сейчас самые известные программы, это по 2% можно попробовать оформиться, и по семейной ипотеке 4,9% годовых. Это на сегодняшний день они такие самые привлекательные, да, условия для многодетных семей. А с чего нужно начать, да, семье, чтобы... Начать нужно с обращения на консультацию, да, то есть обратиться в банки, позвонить на горячую линию, подойти в офис, да, получить просто можно устную консультацию, и потом уже получив пакет документов, которые нужно собрать, предоставить в банк на рассмотрение. И там уже в течение буквально нескольких дней могут даже за день, да, решение получить и оформить ипотечный кредит. Проконсультироваться где-то можно в одном месте конкретно или нужно ходить по банкам? Единого центра, который работает со всеми банками, пока нет, да, поэтому можно обратиться в наш местный банк, который предлагает, допустим, да, все данные программы. Также можно обратиться в свой, допустим, банк, в котором вы являетесь постоянным клиентом. Но отличие ставки программы «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%, я так понимаю, что сейчас только 2 или 3 банка, по-моему, участвуют в этой программе. Да, данную программу можно обратиться к партнерам, оператора, которые реализуют эту программу, да, в том числе в Алмаз-Ергенбанк. Других точно не смогу вам подсказать, а там точно можно. Да, но я еще слышал, Сбербанк и ВТБ, по-моему, участвуют в этой программе. Да. Возможно, есть какие-то ограничения по доходу совокупному семьи? Многие переживают, что они просто не смогут взять. Да, так как это все-таки кредит, да, ипотечный кредит, то, безусловно, будут рассчитывать платежеспособность семьи и будут смотреть на доходы. Поэтому нужно будет, будут требоваться документы о доходах, но это уже индивидуально, то есть каждый по своим доходам. Насколько влияет отрицательная кредитная история на положительные решения? Могут ли дать человеку с отрицательным? Или... Это уже на усмотрение уполномоченного органа банка, то есть это уже будет решать банк. Спасибо большое, Александр, что подошли к нам в студию. Напомню, что у нас разговор мы вели об ипотеке, и в том числе для ипотеки для многодетной, с Александрой Бурцевой. Она является экспертом проекта Министерства финансов Российской Федерации о повышении финансовой грамотности. А у нас на очереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хотим напомнить телефон нашей студии 8 914 279 22 62. Но он служит не для того, чтобы на него звонить, а для того, чтобы писать свои WhatsApp-сообщения, которые по возможности Катерина уже активно зачитывает. Это поздравления, пожелания, вопросы. Мы в рамках, когда сейчас будет следующий, ответим на некоторые вопросы, которые поступили к нам туда на студийный номер. В Коре, в частности. Буду я эксперт. Ну а сделаем это сразу после свежего информационного блока. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 130 рублей. Минимальный размер оплаты труда установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал текущего года. Отмечается, что МРОТ для работников организаций, финансируемых из госбюджета Якутии с учетом районных коэффициентов и максимальной северной надбавкой составит 30 325 рублей до полярного круга и 33 964 рубля за полярным кругом. Изменения произошли и на рынке недвижимости. Объем ипотечных кредитов, выданных банками заемщикам с доходом ниже 60 тысяч рублей в месяц, снизился. За 3 квартала текущего года показатель упал на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма выданной ипотеки в этом году чуть более 480 миллиардов рублей. Это сумма ниже прошлогодней на 11%. Снижение суммы и количества ипотечных кредитов среди заемщиков с таким доходом говорит о росте их закредитованности, полагают аналитики. Стратегические направления развития региона на ближайшую и долгосрочную перспективу. Уже сегодня в 12 часов состоится ежегодное послание главы Якутии Айсена Николаева Государственному собранию Илтумен. В программе документа будут отмечены основные векторы работы парламента и правительства республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Прямая трансляция послания будет вестись на страницах социальных сетей главы республики, а также в эфире НВК Саха, Якутия-24 и на радио ТТ. Республика покорила цифровые вершины. Так называется престижная премия, где якутяне получили награды сразу в 2 номинациях. Доклад представил министр инноваций региона Анатолий Семенов. Глава ведомства рассказал о проектах по цифровизации, успешно реализованным в Якутии, и поделился планами на будущее. Также министр отметил, что развитие технологий позволяет создать успешные компании и новые рабочие места, оставаясь на Дальнем Востоке. Якутяне стали лучшими в номинации за активное продвижение цифровых решений в регионе и лучшее региональное IT-решение в сфере экологии за проект One Click Якутия. Для нас это не только о успехе, признании, а действительно большая ответственность, потому что с 2020 года у нас стартует в полном масштабе уже наш проект, который будет позволять нашему населению вовлекаться в различные управления процессами в республике, в том числе в части экологии. Это единственный прецедент пока по России. Я думаю, что мы с этим обязательно справимся. Уникальный мастер-класс от ведущих спортсменов страны провели в столичном спорткомплексе «Доксун». Там завершился один из самых ярких фестивалей настроения «Алроса». Среди представленных видов спорта – тхэквондо, кикбоксинг, самбо, дзюдо и товарищеский турнир по тэч-комите или боям на мягких палках. Знаменитые спортсмены, двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Кирилл Антонов, трехкратный чемпион Европы по тхэквондо Евгений Пиксаев, призеры чемпионатов мира по кикбоксингу Илья Карпенко и Игорь Редько, двукратный чемпион мира по самбо Владимир Приказчиков и участник Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Герасименко. Отвечали на вопросы детей, делились разными секретами в спорте, а также показали интересные мастер-классы. Сам фестиваль – это очень такое полезное мероприятие для развития вообще видов спорта, для развития особенно наших боевых искусств. Достаточно широкое внимание к этому фестивалю. Приходят ребятки, что-то новое узнают. В принципе, сам формат фестиваля такой, что, по сути, научить чему-то мы тут не успеваем. Мы даем такой импульс, задаем такое желание загорается в ребятах, чтобы заниматься видом спорта. А дальше уже задача тренеров, которые на местах работают, чтобы это желание в них не погасло. Традиционный детский новогодний праздник пройдет 25 декабря в Кремле. На него пригласили около 6 тысяч детей со всей России. Это отличники, победители Олимпиад, дети из сиротских домов и не только, пояснили организаторы мероприятия. По их словам, в регионах в рамках подготовки праздника проводится большая работа, в которой задействованы в соответствии с поручением президента все структуры – министерства, ведомства, полномочные представители президента в округах. Участниками общероссийской новогодней елки станут и порядка 30 детей из Якутии.
Тем временем новогодняя ярмарка проходит на Красной площади в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», где можно попробовать праздничные блюда и напитки. Также горожане и гости столицы могут прокатиться на ярмарочной карусели. Работы по установке новогодней ели и монтажу праздничной иллюминации в Москве должны были завершиться накануне вечером. Доброе утро. Спасибо, коллеги, за оперативную информацию. Мы продолжаем. И прямо куча WhatsApp-сообщений с нашего номера. Дорогую тещу Евдокию Николаевну поздравляю с юбилеем, с 75-летием. Желаю крепкого здоровья. Ну вот, правда, человек не подписался, поэтому вот все тещи Евдокии Николаевны, которым сегодня 75 лет, мы вас с юбилеем. У вас хороший зять. А вот теперь ответ. Видимо, ну не знаю, не ему, дорогого зятя Кондакова Дмитрия. Поздравляем с днем рождения, с наилучшими пожеланиями, семья Байшевых, но уже с Улаханана. А вот еще. Дорогую Матрёну Андреевну поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, женского счастья. Пусть тебя окружают любовью, дорогие, близкие люди, друзья. И подписались под этим Андрусовы. Ну вот, вроде... А, вот, еще одно. Поздравляем ветеринарного врача Харанского наследника Викторию с днем рождения. Желаем вам здоровья и успеха. Вот так. Ну а мы переходим к следующей нашей теме. 12 декабря одна из старейших общественных организаций республики, Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия, отметила свой 30-летний юбилей. Об этом подробнее мы сегодня говорим с нашими гостями. Рады представить вам Жанну Андреевну Дичкову, председателя Ассоциации Чукчи Республики, и Любовь Викторовну Христофорову, первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, какие мероприятия, прошли в рамках юбилея? Ну, надо сказать, что 30 лет – это большая дата, и поэтому весь год практически у нас все мероприятия нашей ассоциации были посвящены этой дате. Но основное, конечно, состоялось 12 декабря в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Большое торжественное мероприятие, посвященное 30-летию, куда пришли поздравить нас все наши друзья, коллеги, сородичи. Вечер прошел очень хорошо, действительно. И был большой концерт. Вы знаете, что мы ежегодно проводим фестиваль «Эхо тундры и тайги», который проходит и в очно-заочной форме. Участвуют и районы, и субъекты различные нашей страны. И победители этого фестиваля в этом году были представлены на гала-концерте в ходе вот этого нашего торжественного мероприятия. И завершился он большим хеджи. Вы знаете, что наши хеджи, когда проводятся, то они проходят очень хорошо. Просто там такая энергетика. И мы прямо из зала все на второй этаж поднялись, там продолжали. Вообще было очень здорово. Жанна Андреевна, а вот ассоциация Чукчи какое принимает участие в юбилейных мероприятиях? Вы, я так понимаю, в Халарчинской тундре, это самая такая, вроде бы как малочисленная среди ассоциаций коренных малочисленных народов общественная организация, но тем не менее вы яркие. Еттектум гатори, гемнин чимчекинет, майнга коргак варганготан еще, кликкен мингиткен, гингит, мургин немекан ассоциации, мачнан мечикан ичваканат мургинат эйгискан варат, эмнетелька. Доброе утро. Я рада находиться здесь и очень хочу представить свой народ. Я сама председатель ассоциации Луора Ветланов Чукчи Республики Саха-Якутия. Луора Ветлана – это как бы официальное название народа. В 60-е годы даже наши сородичи получали паспорта, и где была национальность Луора Ветлан. На самом деле это само название народа. Лигора Ветлян – это в переводе означает «настоящий человек». У нас проживает в Якутии чуть свыше 400 человек. Компактно проживают в поселке Колымское, Нижнеколымского района. Это, как вы сказали правильно, Халарчинская тундра, Халарчинская земля. Народ сохранил до сегодняшнего дня язык, культуру, что очень, так скажем, показательно и очень отрадно. Хотелось бы, конечно, побольше таких мероприятий, направленных на сохранение языка, потому что это проблема не только нашего народа, конечно, это проблема всех народов, да, северных, актуальна она на сегодняшний день. И в рамках вот этой проблематики 22-26 апреля проходил фестиваль-семинар учителей чукотского языка, культуры, оленеводства и ветеринарии. Это в
впервые было у нас по чукотскому языку такое. Да, впервые такое было в республике. Главными участниками этого мероприятия были учителя чукотского языка и культуры, оленеводцы, ветеринарии, которые проживают именно вот в республике Саха-Якутия. Почему именно здесь? Потому что учителя вот именно такой узконаправленности, то есть вот традиционной культуры и языка, они нет такой возможности выехать куда-то, получить и повысить свой квалификационный уровень, например, в Питер или в Анадырь. Это очень дорогостоящее мероприятие. И здесь за эту неделю учителя чукотского языка и культуры, они повысили свой уровень, они получили удостоверение о том, что прошли курсы и представили свой опыт. Любовь Викторовна, а какие еще проблемы ставят коренные малочисленные народы? Ну, действительно, да, вопрос очень правильный. У нас, несмотря на то, что мы 30 лет существуем, да, дружно все работаем, общественная работа расширяется, молодежь увлекается, у нас очень много проблем. Проблема, вот как сказала Жанна Андреевна, это сохранение языка. Проблема, это так получилось, что все наши территории, которые проживают коренные народы севера в Якутии, они все богаты недрами. То есть все, что у нас, чем богата Якутия, это все находится именно в местах нашего компактного проживания. И это очень большие, вот создает, скажем, проблемы при взаимоотношениях с промышленными компаниями. Ну, конечно, большие компании, они как бы, ведут себя так, как, более цивилизованно, да? А есть много мелких компаний, которые абсолютно не считаются с местным населением. Вы знаете, эти были такие резонансные события в Алданском районе, в Деренгринском районе. Вот такие вот, эта работа с нами проводится. Мы проводим семинары с ними, вступаем в взаимоотношения и так далее, ведем большую переписку. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать ассоциации, чтобы она дальше активно работала и дарила нам не только фестивали, а еще и плодотворную работу по сохранению языку и работу с промышленными компаниями. Спасибо. Мы продолжаем. Буквально на короткую паузу мы прервемся и далее мы продолжим наш эфир. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и вновь обращаемся к нашему студийному номеру 8 914 279 22 62, на который вы отправляете поздравления и интересные ваши реплики. Значит, поздравляем любимую Анечку с днем рождения, желаем всего хорошего, счастья, здоровья и поздравляют Анечку родные. Вот еще интересно, это в продолжении той темы, которая у нас была до паузы, это чукчи, великий народ севера с уникальным организмом, неизученным наукой. Приветствуем. Да, мы передадим это обязательно нашим гостям. Это такие вот последние, те, которые были за последнее время. Ну а далее давайте ознакомимся с прогнозом погоды на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 37, минус 42 градуса. Днем ожидается до минус 36, минус 40. В Заречье утром минус 39, минус 45, днем минус 36, минус 42 градуса. В южных улусах минус 18, минус 29 утром, днем минус 17, минус 22. В Вилюйских минус 35, минус 39 утром, днем минус 34, минус 38 градусов. В Нижнеленских минус 37 утром, днем до минус 34, минус 36. В западных минус 24, минус 32 утром, днем минус 12, минус 25 градусов. В Колымы-Дикирских минус 26, минус 44 утром, днем минус 26, минус 38. В Янских улусах минус 40, минус 48 утром, днем ожидается минус 29, минус 39 градусов. В северо-западных минус 32, минус 40 утром, днем до минус 32, минус 36. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 27, минус 29 градусов. И действительно, вот сегодня вышел с утра на улицу, так хорошо было, тепло, свежо. Замечательно, да, и вот чувствовалось прямо комфортно, не по-зимнему, как у нас, да, а так
ближе даже к весне. Но на самом деле это все обманчиво. Я вот заглянул вперед, прогноз погоды достаточно неутешителен, все вернется на круги своя. Вот зачем и надо 40 заглядывать градусов, вперед? 40, 50, даже некоторые сайты прогнозируют в Якутске уже к концу недели. Ну, что ж поделать, никуда не деться нам от холода. В эти выходные также было хорошо в точке кипения. С 13 по 14 декабря в пространстве коллективной работы «Точка кипения Якутск» состоялся 5-й ежегодный юбилейный форум новаторства «Future is Here», который проводится с целью повышения и реализации интеллектуального потенциала населения Якутии через идею новаторства. Форум новаторства – это площадка, на которой обсуждаются прогрессивные идеи, профессии будущего, технологические тренды, вопросы социальной трансформации на основе инновационного развития. Участниками форума являются молодые специалисты различных сфер реальной экономики, лидеры и активисты нового поколения, умы и таланты республики, в том числе студенты и выпускники центральных вузов России и зарубежья. Среди приглашенных гостей выступили архитекторы и урбанисты из Нидерландов Кис Донкерс, генеральный директор Свердловской киноиндустрии, продюсер фильма «Профессия будущего» Михаил Чурбанов, а также основатель сообщества «Рутек» Анна Шолина. Это сообщество стартапов и инвесторов объединяет 38 стран и более 40 регионов России. Наша такая большая задача и миссия, с одной стороны, показывать наш регион, я имею в виду постсоветское пространство СНГ, всему миру, и с другой стороны, помогать стартапам выходить на глобальные рынки через знакомство с потенциальными клиентами, партнерами в других странах, например, в Лондоне в первую очередь. Поэтому, моя большая задача здесь от форума – это, с одной стороны, подкрепить наше сообщество, с другой стороны, показать и рассказать, а как же можно, просто какие есть инструменты сейчас в России или и вообще в мире по выходу на глобальный рынок для стартапов. Хочется напомнить, что мы проводим акцию, наша компания. Это письма с фронта. Если у вас сохранились, возможно, какие-то документы, связанные с вашими дедушками, прадедушками, можете отправлять их на нашу электронную почту utro.nvk@mail.ru или к нам непосредственно в редакцию Орджоникидзе 48, кабинет 201, редакция программы «Новый день». И мы постараемся, во-первых, опубликовать эти письма и подготовить определенные материалы непосредственно для нашего эфира. Но действительно, сколько бы лет, сколько времени бы ни прошло, мы просто, думаю, обязаны помнить и всегда те вещи, те подвиги, которые совершили ветераны Великой Отечественной войны. В семье офицера Великой Отечественной войны Ивана Шевелева побывала наша съемочная группа. В большом семействе Шевелевых есть обязательная традиция – собираться вместе на все семейные праздники, Новый год и особенно 9 мая. Поделиться планами, переживаниями, целями и новостями. И сегодня они собрались за одним столом дочь, внуки, правнуки и даже праправнук Павел, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Филипповича Шевелева. Он учился на командира, потом он закончил, его отправили командиром взвода. Ленинградских, Волжских фронтах. Он служил там. В июне 1942 года его отправили на войну. Он уехал там и в 1945 году вернулся, уже раненый. После войны Иван Филиппович отучился на бухгалтера и был предан своей профессии. Отец 3 дочерей, дед 10 внуков. С супругой Марией Матвеевной прожили душа в душу полвека. Это был стержень нашей семьи, в которую всегда мы собирались на все большие праздники, мероприятия. И особенно, конечно, это был День Победы, да? Дань этому празднику у нас остается по сей день. Мы ежегодно принимаем участие в Бессмертном полку и прочее. Наш дедушка имеет 2 ордена Красной Звезды, да? Второй орден был найден в архивах, да, был присужден ему аж после 60-х годов, да, как раз. Этот орден, по-моему, за победу над Германией. Правнуки хоть и не застали при жизни своего героического дедушку, но память о его подвигах впитали вместе с молоком матери и с гордостью несут имя потомков ветерана Великой Отечественной войны. По рассказам бабушки, мы знаем его характер, да, и этот характер уже передался нам и дальше будет передаваться. Именно он как человек, который хотел изменить парадигму в целом, да, то, что
именно вот те устои, которые переживались не очень хорошо, он их менял. Да? Ну и сейчас мы также вот продолжаем и в работе, и в личной жизни. Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий наша страна осталась свободной, а народ единым. Иван Филиппович Шевелев писал свое имя золотыми буквами в сердцах своих потомков, которые бережно хранят все его ордена и медали, дипломы и грамоты, личные вещи, чудом сохранившиеся. Вот его ложка, я вот сколько себя помню, вот эта ложка есть. И он все время, когда кушаем, мы даем, забываем, даем обычную ложку. Он говорит, где моя большая ложка? Обязательно требовал этой ложки. И вот она сохранилась очень такая. Про него писали, что он пошел в бой, потянул за собой свою вот эту, да, как там уже, своих военных. Он был же командиром, получается, взвода, да, то есть взвод, да. Поэтому вот такие, когда читаешь, это уже история, это воспоминания, это вообще очень вот гордимся, да, действительно, что у нас был такой дедушка. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Якутск. Буквально на днях состоится традиционное мероприятие главы республики. Это елка для школьников, для активистов, для отличников. И у нас сегодня в студии участник этой елки. Это Александр Андреев, ученик 11 класса кадетской школы. Он старшина кадетского корпуса и соорганизатор этого мероприятия, ответственный сотрудник Министерства образования и науки, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Ольга Анатольевна Яшина. Доброе утро. Доброе утро. Ольга Анатольевна, ну, елка состоится 23-го, это традиционно, по-моему, да? Да. Ага, 23 декабря. Что-то новое мы увидим. И кого она объединяет в первую очередь? Ну, конечно, это традиционное мероприятие «Елка главы» для лучших обучающихся общеобразовательных организаций. Прежде всего, это ребята-отличники, хорошисты учебы, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний, победители республиканских мероприятий по поддержке и выявлению талантливых одаренных детей. Кроме того, это 10 лучших спортсменов юных нашей республики, которые стали победителями первенств России, призерами Европы и мира по различным видам спорта. И это команда-победитель эстафеты на Кубок главы Республики Саха-Якутия, легкоатлетической эстафеты. А сколько всего участников? Всего 700 учеников, да, которые получат единовременную стипендию в размере 25 тысяч рублей. Ну, как поощрение за свои достижения. Ну и кроме того, очень интересная, насыщенная программа подготовлена для этих ребят. Достаточно сказать, что это будет и концерт классической музыки в Государственной филармонии, это и просмотр самого, наверное, известного фильма последних лет в Якутии «Это надо мною солнце не садится», встреча с режиссером, главным героем. Будут представлены спектакли интересные в Саха-театре, постановка Андрея Борисова, и в Русском драматическом театре по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Вот, поэтому теперь елка, она такая широкое мероприятие, не только в одном Да. месте. Ну и плюс у нас будет проведен детский гражданский форум «Мир изменится вместе с нами». В принципе, достаточно интересная программа на базе Северо-Восточного федерального университета подготовлена будет по профориентации для детей. Ну, с ними будут организованы встречи преподавателей, ведущих профессоров этого замечательного университета. Саш, как ты прошел отбор на эту елку? Какое было достижение и что ты стал участником? Доброе утро. Меня зовут Андреев Александр. У меня достижения в спорте и в учебе. С детства я занимаюсь вольной борьбой, так как мой дед Касылбай Кавинатий Гаврилович привил любовь к спорту. Я благодарен этому. Я участвовал в различных олимпиадах по математике, по обществознанию, занял призовые места по вольной борьбе. В 2018 году стал президентом школы, школьного самоуправления и активно участвовал в школьных мероприятиях. А вот есть ли у тебя какое-то желание кем-то стать в будущем? Может, какие-то любимые предметы есть? Какие планы у тебя? В будущем я хочу стать полицейским, сдать экзамены по обществознанию и по русскому, основные экзамены. Успешно сдать экзамены и поступить в желаемый вуз. Это моя мечта, цель.
Ну, хочется пожелать удачи, чтобы у тебя все получилось. Ольга Анатольевна, вам удачи в проведении этого важного мероприятия. С каждым радом, с интересом и с такой искрой. И чтобы у вас все в жизни получалось. С наступающим Новым годом. Ну а наша программа подходит к концу. Мы передаем слово нашим коллегам Айте Константиновой и Петру Кулаковскому. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну а с вами мы увидимся уже завтра в 7 часов на нашем канале. Пока-пока.